пока я жива. А в этот день Зейд и Жасия Гетагажевы впервые оказались на Северном Кавказе. В аэропорту Грозного их встречали родные после того, как их удалось вызволить из багдадской тюрьмы, где долгое время находились в нечеловеческих условиях, испытывая голод, холод. Теперь они живут в Малгобеке с прабабушкой и прадедушкой по материнской линии. Сейчас их жизнь ничем не отличается от обычных детей. В детском саду «Ласточка» Зейд и Жасия проводят каждый день по 12 часов времени. Он, конечно, внешне отличается от новых садиков, однако здесь есть все условия для их образовательного процесса. А главное, их педагоги и воспитатели стараются максимально создать вокруг них домашний уют, которого им так долго не хватало. Жасия в старшей группе. Сегодня у нее плановое коррекционно-развивающее занятие с психологом. Рассказывают, в этом кабинете она любит проводить время. Здесь много развивающих игр, бассейн, сухой дождь. Очередной раз детей навещает и детский омбудсмен Зарема Черкиева. Какую тебе куклу привезти, скажи мне? Привезла, сука. Папа, посмотри, привезла. Жестика привезла. Ой, какие у тебя сережки красивые. Это тебе бабушка купила, да? Жасия немногословно смущается камеры и новых лиц. Правда, провести для нас экскурсию, показать, где она спит во время тихого часа, согласилась охотно. Ты тут спишь? А, ты там спишь? Воспитатели рассказывают, что проблем с девочкой не было. Она достаточно быстро привыкла к новому окружению, очень любит рисовать. Это сегодняшняя ее работа. Цвета она светлые подбирает, да. Видите, как-то внутреннее состояние неплохое. Я бы не сказала, что она была очень сильно замкнутой, но грустная была, но не замкнутая. И, как вам сказать, но она сразу же нашла к нам, мы к ней нашли подход, и она с нами как-то раскрылась сразу же. Обычно дети с первых дней начинают капризничать, так себя вести, но она так не вела себя, она была спокойная, хорошая девочка. Жасия отказалась говорить на камеру, однако ее друзья из группы оказались не так скромны и даже щедры на признания. С девочками не дружите? Нет. Нет? Почему? Расскажите мне про Жасю. Какая она? Какая это девочка? Хорошая. И красивая. Этажом ниже занимается Зейд. Сейчас у него по расписанию обед. Повара делятся, аппетит у мальчика хороший. Также работники детского сада все как один рассказывают. Зейд очень общительный, быстро завел друзей. Помнишь, много-много лучей на солнце нарисовала? Вот же твоя работа, видишь? Это твое солнышко. Ой, очень яркое солнце у тебя, Зейд. Зейд тоже смущается камеры и незнакомых. Правда, воспитатели делятся, что ребенок быстро раскрывается. Просто нужно с ним немного провести время. Активность проявляет во всех занятиях. И рисует, и лепит, учит цифры и буквы. Он добрый мальчик. Он очень услужливый. Он трудолюбивый. У него очень положительные качества есть, очень много их. Что я могу сказать? Очень коммуникабельный. Ходить в садик Зейд и Жасия начали в сентябре 2020 года. Характеристика детей в дневнике психолога хорошая. Большое внимание брату и сестре уделялось адаптационный период. Педагоги рассказывают, Жасия более ранимая, чем Зейд. Условия содержания в иракской тюрьме девочка хорошо помнит. Девочки, они есть и девочки, да, они более чувствительны. Она старше, но, видать, кое-что помнит, какие-то события. Все-таки она же много людей увидала. Как-то не из дома сразу пришла. Вот такое ощущение, что она играет и может на какое-то время замкнуться. Вот такое бывает с девочкой. Но сейчас это реже. Замкнуться как? Она сидит и о чем-то думает. А так она активная. Не менее теплые условия вокруг детей постарались создать дома их прабабушка и прадедушка. Игрушки, вещи аккуратно сложены. А эти шарики развесили совсем недавно, 31 января, когда праздновали день рождения Жаси. Ей уже исполнилось 5 лет. Дети очень привязаны к прабабушке, не любят оставаться без нее. Лисхан Садакиева, в свою очередь, старается обеспечить им счастливое детство. Помогают детям и родственники с отцовской стороны. Стресс я рига, вот я сканьким еще держится, и сейчас держится нормально. Садики нормально, и начало, и уже привыкла она тоже мириться, да, а мама. А часто маму вспоминаю? И постоянно знаю. Сканьки адагоши на сканьки, что мама читает, хакаста. А фуал кеньку он? Юадер.
Лейла так делала, Лейла так мне говорила, мама так говорила. Дойди нам, говорит, все время говорила, мама Мама детей Лейла Гетагажева до сих пор продолжает отбывать срок в лагере для заключенных в Ираке, где находятся жены и дети боевиков ИГИЛ. Сейчас ей 20 лет, а эти фото сделаны до заключения. Все ее увезли мама и дядя в 2014 году. Там же выдали замуж за ингуша из рода Манкиевых. Отец Зейда Ижаси был убит в Сирии. Сейчас детям не удается оформить ряд социальных выплат, так как нет документов, подтверждающих смерть родителя. Дети не получают по потере кормильца. Естественно, это очень большая процедура, потому что в первую очередь нужно доказать, что родители их не живы. Поэтому мне придется обратиться в федеральный центр, это к Анне Юрьевне, чтобы она нам помогла, чтобы этот вопрос как бы быстрее ускорили и как бы нам делали все возможное, чтобы дети получали, чтобы у детей был доход и чтобы дети получали эти пособия. Всего в Ингушетию удалось вернуть 8 детей. На территории Ирака еще много ингушских несовершеннолетних, которых пока не удается вывести. Работа по их возвращению продолжается. К нам поступает обращение, пишут в Инстаграм, пишут, звонят на электронную почту, пытаются как-то выйти на связь, помочь, оставляют заявки. Естественно, мы собираем пакет документов и уже будем направлять в Москву, чтобы нам Анна Юрьевна посодействовала нам в возвращении наших детей в республику. Ну а прабабушка Зейда Ижаси надеется, совсем скоро вернется и ее внучка, которая оказалась на чужбине, будучи несовершеннолетним ребенком. И что российские власти помогут воссоединиться ни в чем не повинным детям с матерью. Диана Дударова, Магомед Шоухалов. Новости 24.